أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры. Да благословит нас Аллах во всех добрых делах. Аминь. 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 Уважаемые братья лезгины и лезгинязычные народы, долгие годы мы находимся под давлением спецслужбы Азербайджана и спецслужбы даже внешних стран. Если взять глубоко, все исходит из одного источника. Против нас такой образ жизни, строенный еще начало 1918 года, в 20 веке. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, Лезгистан, Лезгинская республика, это зависит от нас, лезгин самих. Мы сами его должен поднять все на плечи наши. Это наша республика, наши семейные вопросы. Это все касается нам, лезгинам самим. Мы не должны у кого-то взять разрешение, чтобы восстановить свою республику. Поэтому за этим много кровь пролито наших предков еще в 20 веке. Много честь, совесть наших народов было уничтожено, задето со всеми англичанами, со всеми азербайджанскими республикой, революционерами. СССР уничтожил нас. Поэтому я не хочу, чтобы лезгины ожидали воссоединения Лезгистана, воссоединения лезгинский народ. Мы сами обязаны это все своими умом, разумом, это все двигать. Зачем нам ждать от кого-то что-то, когда мы есть на земле, как люди, как и все люди на земле. Дорогие мои братья, сколько раз я к вам обращаюсь ради Аллаха, чтобы мы стали наши общие. Если у нас общие есть, у нас и Лезгистан будет, и Родина будет, и семья будет, и дом будет. Потому что у нас нет общей. Нет поддержки своими народом. Многие лезгины обязаны поддерживать общие. Если кто не поддерживает общее, считай, что мы под ногами будем валяться у всех, как половую тряпку. Нельзя же вам такой образ жизни устроить. Это позор. Все вытирают свои ноги на нас. Нас как народ не считает никто. Но мы должны дать понять всему миру, что мы народ достойный и были веками достойным народом и остаюсь этим достоинством. Зачем вы сегодня так халатно поступаете против своего народа? Против Аллаха идете вы все. Неужели вам жалко создать общий? Для чего это общий нужен? Для народных целей, для восстановления республики. Лезгистан нужен общий, деньги, поддержка, единство. Вот это все входит в этом. Деньги – это власть, сила. Чем больше будет деньги, богатство на пути Аллаха, тем больше мы будем властвовать. Вы же сами посмотрите, азербайджанские республика держится на нефти, на газе и зарабатывает все против нас, разрушать наш внутренний мир, семью, уничтожить лезгинский народ. Вот все они так ведут, это против нас. А я когда призываю вас, как имам Лезгистана, поддержите, давай создадим общий и будем вести свои национальные политические
движение против них, кто ущемляет права нашего народа. И вы не поддерживаете. В чем причина? В чем причина? Вы же налоги платите, поддерживаете Россию. Вы же платите налоги Азербайджану, поддерживаете их. А почему вы не поддерживаете свою внутреннюю политику, свои семейные вопросы? У вас же умирает много. Почему вы друг другу не поддерживаете? Это все должно идти через духовный жизненный образ народа. Мы же должны духовство Дагестана поддерживать вас во всех делах. Мы же обязаны перед Аллахом дать вам новые, нехватающие знания перед Аллахом, чтобы вы объединились, вы сами, чтобы создали это все. А кто вам даст, кроме нас, истинный путь, который Аллах нам дал в этом мире? В каждом народу Аллах дал свои права. И сегодня у вас права все ущемляются. И вы не хотите за общего бороться, за общего стоять. Это общее не только входит деньги, общее это садвал, единство, это все народа, что бы ни делал, даже хаир, шаир, все это от Аллаха. Это все в дела общие. Даже дом, когда будет строить один человек, это общее дело. Все должны дружно строить, помогать, как нас учили пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Почему вы не протягиваете руки друг другу, поддержать на пути Аллаха? А как вы вернетесь в судный день? Какими деяниями вы вернетесь к Аллаху? Поэтому размышляйте, о мои братья лезгины. Размышляйте, прежде чем что-то говорить. Мы должны сплоченно собирать доход, деньги в каждых районах, в каждом семье. Это все должно общее прийти. Все должен общий прийти, и эти общим мы должны обязаны создать свою республику. Даже весь мир не захотят у нас, чтобы не было Лезгинской республики. Это у нас мы сами решаем, это уже и есть наше общее единство, это общая цель наша. Уже и мы есть за то, что объединились, уже мы есть эта республика. Нам не нужно, нас признали, они не признали. Главное, наше объединение, наша сила, наш мощь внутренний. Вот это нам нужно. А почему вы именно отходите от справедливой пути решения, когда вам говорю, давайте создавать общее. Все сторонники обязаны создать общее. Собирать финансовую почву. Эти финансы должен нам во всех делах создать свою национальную армию народа. Народ всегда должен находиться под защитой нашей национальной армии. Народ это и есть эта армия, самый сильный. Против народа не придумано какое-то оружие, кроме атомной бомбы. Поэтому мы, народ Лезгистана, лезгины, лезгинизированные народы, это один народ. Это и есть уже сплоченность наша, это и есть наша республика, наше гнездо. Никто не войдет, нос не будет сувать. Кто будет внутренние дела наши, он будет отвечать строго, жестко. Спрос сделаем с него. Хоть он любой концепт будет, я его голову отрублю, накажу, этого черта, кто пойдет против моей семьи, лезгинского народа. Неужели наши деды не был таким воинственным духом? И чего вы боитесь, от кого вы боитесь? Пусть нос не сует наши внутренние дела, ни Азербайджан, ни беремся. Поэтому кто-то себя хитрее считает, чтобы стравливать наш народ против других, даже против России, против всех кого угодно. Нам не нужен политики НАТО, политики американцев, европейцев, англичан, этих турков. Не нужен нам эта политика в Кавказе. Мы без них жили и живем. Нам 100 лет, 1000 лет, нам не нужен это дурацкие эти
нас стравливали своими соседями, соседскими республиками. Вас аварцы так сделать, вас это так сделать. Пошли вы к черту, черти, вы хотите нас стравливать, дагестанские народы, коренные народы. Вы нас хотите друг против друга настраивать. Это азербайджанская политика, дурацкая, чертовская политика. Как можно их не ругать, когда они всякие гадости говорят со рта? Чуть чего оскорбляет все, а им приходится такие ответы давать на их уровень, чтобы они понимали. На языке у них мат там ниже пояса, все, короче, черти проклятые. Веди как разумный народ, если вы в мандавошке уходите с лица земли Лезгистана, что вы делаете, хоть осознайтесь, зачем вы ругаетесь, чуть чего вы ругаетесь, когда не знают против правды, как отвечать. Боитесь, да, когда правду вам говорю, вы ругаетесь, вы доводите людей до скандала. Почему вы мир не можешь слушать, и мир не можешь размышлять это, вести свою переговоры? А почему вы, мой народ, лезгинязычный народ, почему вы не поддерживаете своих же? За это время я не могу вам по этой озвучить, потому что спецслужбы я не хочу, чтобы слышали, что у нас внутри творится. Даже на Верховном суде Азербайджане, когда против нас поставили своих же лезгинов, мы не давали внутри, что творится. Мы знали, что такие люди, как Шахперленги, вот такие люди, гадости в нашем народе, сколько их на лицо стоял, против ложь говорил и убивали наших братьев, короче, лезгин. Сами предатели лезгины. Сегодня они живут среди нас, короче. Поэтому у каждого должен мы спрашивать. Для этого нужен финансы, поддержка. Кто связан с азербайджанскими министерами, кто работает против нашего народа, мы у них все заберем. У них дома, огороды, сады, что они взяли у азербайджанцев, передавая совесть нашего народа, мы у них все до единого заберем даже. И семью делим их, короче. Такой семья сплоченная, которая питается с рук азербайджанской правительства, не должен находиться в окружении лезгинского народа, внутри лезгинского народа. Потому что они предают честь, совесть всего лезгинского народа. Это предатели называются. На их деньги строят себе виллы, дома, передает нашу честь. У каждого лезгина должен спрос быть, с каких денег он строил. И посчитай его зарплата, сколько он в месяц должен получать. А извешивай этот дом, это дворцы, это огороды, это все. Откуда это все, короче, грабленное? Предавай наш честь нашим врагам. Поэтому многие администрации, район, структуры, никто не хочет защищать права нашего народа. Они обязаны говорить за лезгин, но они же молчат, проглотили воду и молчат все. Не защищает интерес нашего народа. Я вынужден говорить, как имам, как и она есть сегодня. И неужели вы не понимаете? У меня же такой же образ, как у вас, бедного народа. У меня нету своего ничего. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, жил, я так живу. У меня нету ни дома, ничего, ни копейки, ничего я не держу. Я свободен от всего мира. Я на деньги смотрю, как на камни, но это все нужно, чтобы создать это все. Лезгинская республика полностью восстановить. Если мы его не восстановим, а те предки, которые убили наши честь, которые топтали еще начиная день разделения Лезгистана, короче, как им быть в могилах своих, их душ не
быть никогда, потому что их потомки не отомстили за свое. И вы все в спячке, не хочет просыпать, держать за интересы своего народа. Многие жадные лезгини свою жадность поставили перед народом, перед Аллахом, чтобы не поддержать интерес своей нации. Я вижу, многие даже верующие говорят, я типа национальные вопросы обязан я поднять, потому что родственные связи это входит в национальность в исламе. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, укрепите родственные связи, не ослабьте их. Это входит в наш род. Мы род, который Аллах создал и дал нам родной язык, материнский язык. Мы с этого обязаны начинать, чтобы укрепить свои родственные связи на земле со всеми лезгинами, лезгинязычными народами. А вы сегодня не хотите поддержать интерес своего народа. Многие лезгины делают вид, как будто не услышал. Сколько можно так жить в позоре, под позором? Я думаю, вы в конце концов поймете, дорогие мои братья и сестры, для чего нужен общий, для всего, чтобы создать наше гнездо, чтобы оно было свободным, независимым. Понимаешь, мы сегодня не можем независимо заработать. Азербайджан нас держит в капкане. Сколько миллионов лезгини живут на той территории, они все в капкане. А как нам быть? Капкан их держит, и турки держат их в капкане, и азербайджанцы держат их в капкане, и народ привязанный народ не могут двигаться ни направо, ни налево, ни вперед. Поэтому его надо освободить, от захватчиков, кто угнетает честь, совесть нашего народа. Нам против России, как часто азербайджанские спецслужбы бросают Россия ваши враги. Прекратите это, дурацкие. Россия наши соседи. Они нас не они нас не отняли, наш родной язык. Я вам 100 раз говорю, если отнял бы, нам запретил бы наш родной язык, нам запретил бы наше поклонение, служение Аллаху, нас пошел бы против этого, мы пошли бы. Не до России мне, не до России нам. Россия обязана поддержать. Если он взял эти территории силой, если он отдал законную власть этому народу, права человека, например, каждый лезгин сегодня на своем языке уроки, радио, телевидение, газеты, все права отдал России. Ладно, они обязаны нас поддержать, если мы находимся в составе Российской Федерации. Обязан во всех делах, даже военным путем они обязаны поддержать нас. А Азербайджан хочет, чтобы эта связь не было. Я знаю, почему они эту связь не хотят, потому что они не хотят, чтобы Россия нас поддержала, лезгинов. Это во время генерала Кахриманова они сделали такой ход в Россию сами, сказали, вот лезгины хочет независимую республику, отдельно от России. И этим они сделали ход с трех сторон нас давили, уничтожали лезгин, Я сам пострадал в этих тюрьмах, я эти хитрости, это все изучил их. Но сегодня они опять поднимают вопрос, Россия, христиане, кафиры. Тебе какой дел, тварь, поганый, кто они? Это мы сами знаем, сами разберусь без тебя, Нас толкает против России. В лоб хочет толкать. И так нас меньше, чтобы стало, чтобы захватить наши земли. Ты что, себя хитрее считаешь, чем мы? Я знаю ваше слово, каждое слово, на какое направление оно действует. Вы не сможете меня этим ослабить. Сколько лет вы меня
хотели завербовать и не подался, и сейчас хочет этого опять повторяет мне всякие черти, всякие свои грязные мысли. Оставь мой народ. Мы не тупой народ, мы понимаем России мусульман. Какие вы мусульмане? Вы черти, ниже пояса всегда разговариваете. На рынках везде обманываете. Бери времена пророка Шуайба, как Аллах уничтожил целый город. Вы это потомки Шуайба сегодня уничтожили во всех рынках, во всем мире, короче, вы везде обманываете, как аферисты, короче. В весах обманываете, и в судном дне даже не думайте. А богобоязни у вас нет в сердцах. Что попало, то говорите, ведете дурацкий образ жизни. Мне тошнит от вас такие грязные выходки ваши против человечества. Вы сами еще называете себя мусульманами. Какие вы мусульмане? Разве я не прав? Берите времена пророка Лота, как его род уничтожили. Вы же подписали Конституцию, Совет Европейские законы, подчиняться им, короче. А вы почему подчиняетесь Совет Европейским странам, твари? А вы почему вы нам говорите, России, мы кремлевские? Пускай будем кремлевские, пошли вы к черту. А вы что, американские черти, что ли? Или английские, или натовские, или там кем-то? Вы под кем попало валяете, как шныры, черти. Позоришь даже свою родину. Позорище. Лезгинская республика ни от них не зависит, ни от России не зависит, ни от кого не зависит. Зависит от нас, народ мой. Мы сами лезгины, мы сами создадим свое обратно, восстановим все, поднимем с пепла наша республика, Лезгистан. И будет Дагестан, Лезгистан. Все это вместе. Если мы создадим Кавказская Албания, под этим будет все народы Кавказа. Как раньше были. Объединим всех народов. Но Лезгинская республика тоже обязана входить в состав Кавказской Албании. А Кавказская Албания обязана объединить всех кавказских народов в Кавказе. Чтобы это все создавать, нам нужен наши общие финансовые почвы. И никто не должен знать у нас, сколько денег есть, сколько нет, кроме наших внутренних советов, которые мы назначим над этим. А как вы хотите создать, если вы друг другу не протягиваете руку? Не имеет значения, у вас есть 100 рублей, 1000 рублей, миллион, миллиарды. Ну, хотя бы каждый по своей возможности вы обязаны общем поддерживать, чтобы у нас было там постоянный доход, чтобы в любое время мог наш молодежь поднять, защищать нашу честь, наш народ, наши старики, старухи. Для этого нужен общий. Мы создадим ревизионную комиссию, чтобы ревизия часто проверки делала, куда она идет, по каким делам идет, все будет знать народ. Но зачем вы не поддерживаете сегодня? Вы обязаны, дорогие мои братья и сестры. Это семейный вопрос наш внутренний. Так не бывает. Как вы хотите, чтобы создали вашу республику, ваше гнездо? Или вы отпущенными головами готовы всю жизнь жить так униженном виде перед другими, кто над вами командует? Почему вы не любите своих родства? Неужели у вас родство до 7 отцов? Это не человечество. Идешь подчиняться ненужным. Я вас призываю, как имам Лезгистана. Вы сами меня избрали 2 февраля 1993 году. Я не умер. Я единственный человек,
который объединяет северный Дагестан и южный Дагестан, потому что меня избрали и те, обои стороны, оба лезги, все лезгины, короче. Поэтому сегодняшний день, хоть они долгие годы меня держали в тюрьмах незаконно, с клеветой,